Медвежатники. Старые. Много дома эти помнят. Давно. Осень. Картелиш и сыновья из Бадьёльска нашли медвежью берлогу, но сколько медведей в ней было, не смогли разузнать. Зарядили ружья, наточили медвежье копье, встали у медвежьей берлоги. Целятся убить, кто выйдет. Картелиш говорит старшему: «Давай, Петр, пошевели жердью в берлоге». Петр сунул ее в берлогу и ткнул медведя в бок. Медведь и не жилец больше. Рады, еще надо. Давай еще, Петр. Напала дробь на медведей, да разгрызла их. Как тут остановишься? Снова велит Картелиш Петру пошевелить жердью внутри берлоги. Еще один медведь, но его они не сумели убить. Отец с сыном пустились вдогонку за убегающим медведем. Петра оставил отец свежевать медведей. И начал он снимать шкуры. С одного снял, а из берлоги вышел еще один медведь. С пикой против медведя ты не воин. Картелиш с сыном преследовали медведя 2 дня. Догнали. Освежевав медведя, пошли обратно к медвежьей берлоге. И увидели Петра растерзанным. Забрал Элиш у Пармы 3 ее сыновей. А Парма у него только одного. Справедливо Парма, но милосердно. Теперь в деревне другие звери в ходу. Железные. На таких хоть на самого Ягморта едь.